В прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Депутат Государственной Думы России Адам Делимханов встретился с командирами подразделений из Чеченской республики, дислоцированных в Белгородской области. Он проверил условия несения службы и обсудил наиболее эффективные пути выполнения задач, поставленные Верховным главнокомандующим. Репортаж с приграничья Лейлы Муртазовой. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Адам Делимханов прибыл проведать подразделение из Чеченской Республики. Его встретил руководящий состав. Далее они вместе обсудили вопросы, касающиеся обстановки на линии фронта и эффективного выполнения поставленных задач. Чиновник отметил большую поддержку регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и главы региона Рамзана Кадырова. Vai meknās amanos tūdīlēšo fondu lahtostu, iešai amēlā hor командиру Билголдохсту, сундила vai надаранdoč направления совместно с Министерством обороны, с Росгвардией, местной долгайдоц, взаимопониманию, отношению, сундила моссометя, шуна vai командирш, vai прежде война ваш баркалуш. عملش متى ملش رأيوني دعوة إيش بابو إذا شابك ديل إيه تنبو والمقارنة وين تغن حلقة دول ديقش إيش глобальном смысле ча бокчулается больше о России почалка вот там я док кудалда аллоч там хадо что вы дел إيه томс هذا ويدحل Почему Амад Хадждалазу полбоды цене туар бяхнаш нет, когда колна свою жизнь на вот и чуешь пинчан, лазинчан, дал маршал дует, дал уж болчан, ба бойл дал вен масана лак бойл, вен там дюнен чан доч холе ве хал хадус тул венчи, вен гуш ток шадриги, там мел бюхолю, мел дин мелхо дин бау, так дюзел бау, адмали أضمن البوشتهما يشهد عداءنا شيطني حيسبيدنا ساتانيزم على شيء تيجول شيطانا بيو بوليتيك تعوشول شو دوقش إنش غازو تيها ديل بيها أهوش دوق شو شادريجي تان وي شادريجي تان وي مهدي ثاني وي قوم ثاني شادريجي وي قام وي ما كمل وي شايق وي تعيش وش شادريجي وي قام مصونا وصل ديشتو وديشتو. В свою очередь, командиры отчитались о проделанной работе и достигнутых успехов. 367 тонн, 180 тонн, выиграли, и казинки чубяка, Ахмад Россия, Ахмад Чечня, Шемат Русский, Одяч, и чуа, шбюк, лака, лякин, 245 полк, керонска, سسأنير تعوي بجرش هو ديشتون الحمد لله تعالى وبروس ده قدون هما بسوادي هو بتش سوادي دو الحمد لله حلوة ماك ده كل عشود دوش تحقق أمال دوش Каждая поставленная задача подразделениями решается, действуя слаженно совместными усилиями. Шейх Мансурский батальон также находится в зоне проведения специальной военной операции и вместе со всеми несет службу. حتى ويرش دونا دعوا يا أتوبو. Ela quis ducho? Иду пердак. К Адаму Делимханову присоединился командующий Ленинградским округом Эсудулла Абачев. Он отметил высокий профессионализм бойцов, их мужество и ответственный подход к своим обязанностям. Спасибо огромное ребятам. На самом деле достойные ребята, очень подготовленные, всем обеспечены, ни в чем не нуждаются. Выполнять задачу на самом главном, на самом нужном направлении. Я думаю, что и уверен, что они этими задачами справятся. Спасибо нашему главе республики Рамзану Ахматовичу за таких бойцов, за таких подготовленных бойцов. И я еще раз хочу подчеркнуть, что бойцы выполняют успешно поставленные задачи. Спасибо вам, ребята. В заключение встречи депутат Государственной Думы пожелал бойцам успехов в достижении поставленных целей и поблагодарил за проделанную качественную работу. Лейла Муртазова, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская Республика.
Заседание специальной комиссии для определения победителей конкурса ко Дню чеченского языка прошло в Грозном под руководством заместителя председателя правительства Айшат Кадыровой. А в нем также приняли участие министр образования и науки Хошбауди Даев, помощник главы субъекта, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, а также замминистра культуры Аднан Мажидов. Участники обсудили детали отбора и проведения конкурса, объявленного ранее Рамзаном Кадыровым. Всего на участие в конкурсе на лучшее чтение стихотворений на родном языке было подано более 1000 заявок. Уже завтра в большой студии ЧГТРК Грозный подведут итоги состязания и станут известны имена 3 финалистов. Напомним, что конкурс призван способствовать сохранению и популяризации чеченского языка. Вице-премьер Айшат Кадырова после 10 мая лично представит будущего министра культуры. Об этом стало известно из ее интервью. Напомним, ранее на совещании правительства глава республики поручил определить нового руководителя Министерства культуры. Она также обозначила необходимые качества, которыми должен обладать будущий руководитель ведомства. Айшат Рамзановна, в эти дни самый актуальный вопрос касательно назначения министра культуры. Как известно, именно вам поручил глава назначить на должность. Есть ли у вас кандидатура? Первым делом я хочу отметить, что это очень большая ответственность для меня, так как я буду курировать работу Министерства культуры. Культура очень важна. Образование, культура, спорт – это первые направления, на которые сделал акцент наш первый президент Чеченской Республики Далгазов Обалдольцин. И именно поэтому мы уделяем так много внимания этим направлениям. Кандидаты у меня есть, я хочу сделать правильный выбор и после 10 мая оглашу свое решение, лично представив будущего министра. Есть разные варианты. Один из них – это министр образования Хошбауди Даев. Рассматриваете ли вы его кандидатуру? Хошбауди – один из лучших министров культуры, но образование тоже немаловажное направление, и он необходим на нынешнем посту, поэтому я его не рассматривала. Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать будущий министр культуры? Все качества, которыми должен обладать лидер, управленец, человек, который сможет повести за собой огромное количество людей, человек, который сможет продолжить все те проекты, которые мы начали с командой. Обязательно он должен быть молодым, прогрессивным. Я очень уважаю наших взрослых. Дукку дешадеш, цабахкан молодежь, бакичар, шаш проявить-то, шай аймак гайта, возможность цаялар бандош и болг дахуяч болг бацахуш дукку эти проблемы, что они сталкиваются денер, так сотиешу вай молодежь хайалдош яхьёш халар и хабел был не дал муах о достойно дакую хархалар. В Высогорном Биное региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел благотворительную акцию. Она приурочена ко Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики, который ежегодно отмечают 10 мая. Этот день напоминания о тех, кто отдал свои жизни за мирное небо и процветание нашего региона. Подробнее в сюжете Мадины Нусалчиевой. В преддверии Дня памяти и скорби народов Чеченской Республики в регионе активно проходят массовые благотворительные акции и религиозные обряды. В селении Биной для раздачи подготовили мясо 14 бычков. Дань памяти первому президенту региона Ахмату Хаджи Кадырову и всем жертвам тех трагических событий отдали командир специального полка полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова Замит Чилаев, министр труда, занятости и социального развития Усман Баширов, Тамада Тейпа Биной Амхат Хататаев и также руководители администрации районов. يجيبش دقيقة ديال تنديله جبيك تاني تخا يتوجمع خوشة حداقشة شو تانا بين دقشة هذا دقول مغا مشنا غيل كان مساجي
دولدش حوش وبتشعود على دقوا وليزة أعتقد أن المخاطر تو что بين حمص مخ دوشاشلو أيو تو هجوتهم بالجاه وأهم حاجة دلاز قبل دوت تو حبول النقبر تو يتن فوندامنتير سلطة ومهكداس وبتشوا الفوندامنت حبيش في بالخوردن حيوش Религиозные мероприятия прошли в центральной мечети селения. Собравшиеся вспомнили непростой путь Ахмата Хаджи на пути создания мира в Чеченской Республике, а также подчеркнули, что его дело успешно продолжает Рамзан Кадыров. После молитвы состоялось чтение Мавлида. Верующие восхваляли Всевышнего и просили о мире и благополучии для всего чеченского народа. Далее прошел обряд саха, каждому достался пакет с мясом жертвенного животного. Также саха будет доставлена до всех нуждающихся района. Мадина Цалчиева, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. В нашей республике находится делегация из Ярославского областного отделения Союза женщин России. Целью визита является обмен опытом и обсуждение совместных проектов. В программу пребывания входит посещение достопримечательностей и ряд встреч. Репортаж Турпала Тайсумова. Сойдя с трапа, делегацию Союза женщин России в Ярославской области встретили официальные лица субъекта, представители Миннацинформа и региональной организации Союза женщин. Впереди их ждало большое знакомство с Чеченской Республикой. Цель визита – обмен опытом и реализация совместных проектов. Для начала гостям показали культурные ценности. В этнографическом комплексе Щира-Юрт, селении Герменчук Шалинского района, состоялся осмотр быта чеченцев в прошедшие века с музыкальным колоритом. Интересный проект, потому что он возвращает нас к своим корням, к своим истокам. И только тогда, когда мы будем знать историю вообще своей страны, своей республики, с родного места, своей семьи, вот, наверное, тогда мы будем действительно настоящими патриотами своей страны. Потому что любить Родину, это же не значит просто ее любить. Мы любим, конечно, мы любим ее и просто, что она наша Родина, но и, наверное, за то, что мы действительно гордимся своими предками, своей культурной историей. Для гостей такое знакомство полезно тем, что они могут наглядно убедиться в полном восстановлении субъекта и охране своей многолетней культуры, отметили представители принимающей стороны в лице Сасыты Уцеевой, руководителя Чеченского регионального отделения Союз женщин России. Очередной раз наши гости убеждаются, насколько наш регион является примером для всех регионов и в развитии инфраструктуры, и в духовно-нравственном, патриотическом воспитании подрастающего поколения. Очень много есть что показать, поделиться опытом и так далее. В день праздничных богослужений в честь Пасхи члены делегации посетили храм Архангела Михаила в Грозном. Заместитель председателя Ярославской областной думы Ольга Хитрова рассказала, что ей отрадно посмотреть на республику и при этом поучаствовать в православном обряде. Я это делаю регулярно со своей семьей, с детьми. Светлый праздник для нас действительно праздник. И я стараюсь и своих маленьких детей приучать. И мы каждый год в Рождество и в Пасху всегда посещаем в храм. Это наша такая семейная традиция. Следом за этим состоялась поездка в высокогорный Нихолой. Знаменитые водопады привлекают особое внимание, а комплекс «Две башни» – это место отдыха и уютного досуга. Чеченский народ, женщины, они поразили своим гостеприимством, дружелюбием. Мы с ними знакомы буквально второй день, как будто 1000 лет. А Чеченская Республика тоже поразила. То есть если совсем недавно были руины, как нам рассказывали, то сейчас она восстановлена в цвету и новые красивые дома. В парламенте Чеченской Республики гостей встретили с особым чувством, ведь представители законодательного органа субъекта в свое время бывали в Ярославской области, и теперь этот визит здесь считают прекрасным ответом. Сами гости восхитились всем увиденным в видеоролике, показанном специально для них. По признанию, они удивились большому преобразованию от разрухи до красоты. Мы увидели, насколько они инфраструктурно готовы, новые инвестиционные проекты, вложения, которые сегодня происходят, и поддержка со стороны президента республики,
и законодательного органа, депутатский корпус всячески поддерживает развитие, вложение средств в инфраструктуру. И это очень важно. Для председателя парламента Магомеда Даудова от гостей были приготовлены сюрпризы в виде картины Ярославля и поздравительного адреса от председателя Ярославской областной думы Михаила Боровицкого. По традиции завершение встречи украшается фотографией на память. Исходя из увиденного и услышанного в ходе встречи с членами парламента, уважаемые гости убедились в том, что регион претерпел значительные изменения. И без сохранившейся хроники никто бы не поверил, через что пришлось пройти народу для начала новой, счастливой и спокойной жизни. Помимо этого, представительницы Союза женщин России посетили мемориальный комплекс имени Ахмата Хаджи Кадырова, чтобы отдать дань великому сыну чеченского народа, возложить цветы к памятнику, посетить место, в котором собраны экспонаты о великом лидере из всех стран и мест, которые он посещал. Напоследок делегация из Ярославской области встретилась с клубом женщин-предпринимателей, занимающихся бизнесом на территории нашего субъекта. Во время встречи были обсуждены взаимное участие в программе по обучению и наставничеству в этом направлении. Здесь также не обошлось без подарков для гостей. Этот визит запомнится им без сомнения. Дальше будет только больше и красивее. Турпа Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов, Валентина Гусевская, Медина Мударова и Харун Абдулаев. Вести, Чеченская Республика. В селе Джалка состоялись республиканские турниры по футболу, вольной борьбе и боксу, посвященные Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики и памяти первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Торжественное открытие состоялось при участии начальника регионального управления Росгвардии Шарипа Делимханова. Наталья Депутатова поделится именами победителей. Спортивный комплекс имени Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова был открыт в 2013 году. В нем расположены борцовские, бойцовские залы. Для любителей смешанных единоборств имеется отдельный. Есть футбольный стадион, рассчитан он на 730 посадочных мест. Соревнования различных уровней проводятся регулярно. ده غازو وده عامل على بعض شو ده ومثلا هو شو هالخيء مش مو خلا حبينا هو خيء مش لا شو سنة مش عادي والله وده حلو بيرو بريزنت عامل على جدا غازو فوق ده إيش دكتورنا وسيداقي أنا طبعا المارشو اللي ترى فرقته اللي ترى ده الموضوع أنا عامل على جنيه فرقته المارشو ولا ريش خداع ده الموضوع ده بلجي غازو فوق ده. Республиканские юношеские спортивные соревнования памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова проводятся здесь уже 10-й год подряд. В данном турнире участвует около 200 юных спортсменов нашей республики, которые, в свою очередь, демонстрируют выносливость, волю к победе и прекрасную технику. Также победители, призеры данного турнира награждаются кубками, медалями, а также грамотами и денежными поощрениями от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Беслану 17 лет. Вольной борьбой занимается с раннего детства. Юноша родился и живет в селении Джалка. Всегда достойно представляет Чеченскую Республику и родное село на всех соревнованиях. Я участвовал на разных соревнованиях на первенстве России, на СКФО, Северо-Кавказский федеральный округ. Так на соревнованиях участвовал, становился призером, победителем. В отдельных залах одновременно проходят соревнования по боксу и вольной борьбе. На улице в это время проводятся футбольные матчи. Все участники уже прошли отборочные туры и вышли в финал, где борются за призовые места. В финал по боксу вышли 14 пар. Каждый из спортсменов с уверенностью рвется к победе. Республикале, то само се то. Район шкапиру валосо. Тренеру каху гюттиги. Воршогани сотрокшеш. Кульминацией спортивного праздника стало общее фото на память с Шарипом Делимхановым и тренерами, которые вместе с борцами и боксерами шли к их победе, чтобы подопечные держали в руках медали и кубки. С каждым годом в республике, благодаря поддержке главы региона, становится все больше спортивных объектов. Это различные комплексы, арены и стадионы. Рамзан Кадыров уделяет большое внимание не только духовному и образовательному развитию подрастающего поколения, но и физическому. Первый президент Амдаш, спорт, культура, образование первое место. Там, Ваймаха, Угр,
تعال داوش خلود إيان جنا شي ديال سات خوش حلا هذا أرقام برق دقن تانا يول الأسلوب شو كي جينا أنا ده دير قربان آمن عشرة من شو يسلود أول تام ويباتش حرام زال عشرة وميكدس دير يسوتن ليش وميكنا أما نسينا نادو كهذا آمن عشرة هذا هو بدو فنت كي بالله تار دائما سبورت يا مصوا وربرزمان ده يوتا دول شمنا يوتا أرها مخكر أرها دول شمنا دائما نا أستدوش نا أستدش. Помимо турниров по вольной борьбе и боксу, посвященных Дню скорби народов Чеченской Республики, памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, в спорткомплексе прошли футбольные матчи с участием юношеских команд региона. На футбольном поле, так же как и внутри спорткомплекса, проходила не менее жаркая борьба. И вот долгожданные медали и кубки в руках победителей. Ими стали футболисты местной юношеской команды «Джалка». Соревнования с каждым годом становятся все более масштабными. В них могут принять участие и спортсмены из других регионов. Необходимо только пройти отборочные туры и уже в финале побороться за призовые места. Наталья Депутатова, Магомед Басаев, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.